ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10:30, 22-я пожарная часть. Здесь проходит познавательная экскурсия для 10 мальчишек и девчонок. Мероприятие рассчитано с учетом детского возраста, а именно от 6 до 12 лет. Первый этап – посещение музея, в котором все, что нужно настоящему огнеборцу, начиная от экипировки и заканчивая двусторонним топором. Ребятам рассказывают, что в деревенских домах всегда держали сено для пожарных лошадей, и почему ведро на пожарных щитах всегда было конусным. Оказывается, для того, чтобы черпать воду было проще. Но им интересно посмотреть самые простые вещи. Рукав, ствол. То есть им показал, как рукав соединится с стволом. Вот аппарат для дыхания в опасной среде. Ну, такие самые простейшие вещи. Ведро пожарное вот у нас есть такое конусное. Вот. Вроде мелочь какая-то, вроде вещь очень простая, но она самая интересная в нашем музее. Детям интересно послушать и про пожарную технику. Например, в этой части есть автоцистерны объемом до 3 тонн. Только при тушении огня этого количества хватает от 5 до 7 минут работы. Поэтому на пожар обычно выезжают сразу 3 машины. Сегодня специально для малышей спасатели проводят показательное тушение пламени. Кроме этого, демонстрируют подъем по пожарной лестнице. После огненного представления малыши уверяют, теперь они будут осторожны. Мне понравилось, как быстро пожарники одевались и выезжали. Еще как они тушили пожар и поднимались Ну, то, что не надо играться со спичками и вообще не надо подходить, не надо просить, дайте поиграть со спичками, дайте поиграть и лучше не разводить костры. Теперь ребята знают, если начался пожар, первым делом нужно предупредить взрослых, а затем вызывать огнеборцев. Но по какому телефону звонить? Номер 01 отвечает Вика, а вот про 112 вспоминает не сразу. Встреча детей и спасателей завершена, а вот впечатления и знания останутся надолго.